Руслан, помнишь, как наш коллега рассказывал, мама еще живая, да, при смерти лежит, скорая приезжала, а сразу после скорой гробовщик звонит, предлагает свои услуги. И знаешь, что меня взбесило в этой истории? Не то, что сливают информацию, а то, что не наказывают вот этих гробовщиков за такое бессовестное поведение. Слушай, ну, конечно, пример ужасный, но он ужасен тем, что он банальный. И на самом деле, вот вроде человек еще живой, да, а за его похороны уже бьются ритуальные агенты. Так, на самом деле наказание есть, да, и даже есть примеры привлечения к ответственности за это. Вот эта информация, она же утекает либо через медиков, либо через полицию. Да, за слив информации есть наказание, но нет наказания за использование этой информации. Есть Божье наказание, Божье наказание. Тут же надо совесть иметь. Бог не фраер, он все видит, между прочим, да? А вообще наш ритуальный бизнес не ругает только ленивый. Там и наживаются на покойниках, и цены там завышают, да? И порядка нет. Вроде бы федеральный закон о похоронном деле есть, а порядка нет. Ну, Руслан, все же просто. Раз есть закон, значит, должен быть тот, кто следит за его исполнением, за порядком. Кто следит за порядком? Слушай, ну у тебя вот всегда все просто. Всегда все просто. На самом деле, вот именно здесь все непросто. И чем глубже мы эту тему копали, как могилу, да, тем очевиднее, что здесь вообще без пол-литра не разобраться. Давай сегодня вот поговорим об этом и копнем поглубже. Давай выясним, кто следит за порядком. Сколько вообще стоит смерть? Можно и за миллион похоронить. Сегодня адрес умершего стоит денег. Можно бесплатно похоронить человека за государственный счет. Можно. В жизни дорожает все, а цена на погребение остается такой же точно. Похоронному делу, мне кажется, внимания достаточного не уделяется. Когда приезжают ритуальные агенты и люди в шоке, наверное, нет возможности соображать, вспоминать все федеральные законы. Вопрос похорон – это вопрос живых, а не мертвых. Каждый год в Башкирии по статистике умирает около 50 тысяч человек. В республике имеется более 5 тысяч кладбищ. Эксперты говорят, что после принятия в 1996 году федерального закона о похоронном деле и отмены лицензирования услуг по погребению возник целый ряд проблем. И наиболее острые проблемы в столице региона. Среди них недостаточный контроль над захоронениями и качеством ритуальных услуг, недобросовестная конкуренция и продажа информации о смерти. Смерть своим черным крылом рано или поздно неизбежно касается всех, как и обязательное ритуальное мероприятие. Что надо знать каждому о погребении и похоронном деле? Можно ли бесплатно и при этом достойно проводить человека в его последний путь? Какие подводные камни есть в ритуальном бизнесе? Эти и многие другие вопросы мы с Алсу Сликаевой обсудим сегодня в студии «Честно говоря» с нашими гостями. Итак, Павел Рюрикович Качкаев, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Эрнест Алисов, руководитель Ассоциации похоронных организаций, и Владимир Наумкин, эксперт в этой сфере, бывший замдиректора муниципального комитета спецобслуживания. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Вначале предлагаю посмотреть сюжет. Наш корреспондент Тимур Давлетов заглянул за ограду нескольких уфимских кладбищ и своими глазами увидел, что там происходит. Такую картину могут наблюдать посетители Тимашевского кладбища. Среди сорняков и стареньких венков видны покрышки от автомобиля и даже диван. Бытовой мусор лежит вперемешку с гробами. Есть мусор, который накопился на кладбищах. Старые венки, трава. Но откуда здесь взялся бытовой мусор, вот это вот непонятно. Борис Евдокимов не так давно сам руководил Тимашевским кладбищем, поэтому ситуацию здесь знает не понаслышке. Показывает нам могилу с оградой сразу под два места. Кого здесь похоронят и когда, неизвестно. Создается впечатление, что эти места попросту забронировали. А такое вообще возможно, чтобы вот никто не был захоронен, но оградку уже установили? Ну, такого, по идее, по закону нельзя. А на этом погосте проблемы есть у всех, в том числе и у покойников. Ведь даже после захоронения на их могилы приходят не только родственники, чтобы помянуть, еще юристы, общественники и представители прокуратуры. Демское кладбище его городские власти закрыли уже давно, но свежие могилы продолжают здесь появляться. Правда, за территорией погоста их тут, кстати, десятки. Вот, например, эту женщину похоронили в 2020 году. Правда, неизвестные лица сорвали табличку. Что побуждает людей незаконно хоронить своих родственников, честно говоря, понять трудно. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре. В администрации Демского кладбища поясняют, что людей здесь хоронят только на законных основаниях. А вот те могилы, которые появились за забором, не их рук дело. На комбинате был здесь такой Виталий. Он сейчас здесь незаконно, без них всех как-то захоронил. В здании администрации Тимашевского кладбища с самого утра жаркие дискуссии. Вот вам дали места,
Будьте добры, торгуйте. Не устраивает, собирайтесь, уходите, мы с вами договор расторгаем. Все. Поводом для спора стало стремительное переселение продавцов искусственных цветов из одного места на другое. А почему вы не хотите людям объяснить, на каком основании вы оттуда выгнали их? Пояснить, что происходит, заведующая Тимашевским кладбищем Людмила Любимова отказывается. Сами торговцы говорят, что здесь они торгуют больше 20 лет и все это время исправно оплатили налоги в городскую казну. Очень грубо, если разговаривает, очень грубо. Да. Как со скотом, как с баранами, со стадом баранов. Комментарий от представителя комбината специализированного обслуживания получить не удалось. Ситуацию разъяснили в городской администрации. Ранее самовольно возведенные стационарные торговые и складские объекты на выезде с кладбища Северное находились на территории незаконно. И за счет собственных внебюджетных средств комбината спецобслуживания был установлен торговые лотки на 30 мест под фактически потребность местного малого бизнеса. Между тем, продавцы венков готовят коллективный иск, чтобы обратиться в суд. По их информации, павильоны, откуда их выселили, в скором времени вновь откроются. Вот только принадлежать они будут уже не частным предпринимателям, а администрации кладбища. Вот скажите, пожалуйста, Павел Юрьевич, как вы считаете, нуждается ли федеральный закон о похоронном деле в каких-то изменениях, поправках? Все-таки он 96-го года. Ну, вообще, это один, наверное, из самых, будем считать, старых законов 96-го года. Частного бизнеса, в принципе, не было. И закон писался в то время именно вот под это. Если сегодня внимательно посмотреть этот закон, то там, как такового, частных услуг по захоронению, по ритуальным услугам, его нет. Он как бы ушел вообще из поля регулирования. Причем в 17-м же году контрольное управление при президенте проверяло наши похоронные услуги. Деятельности. После да? Там в 16-м году то, что в Москве случилось там со стрельбой. И, с Хованским кладбищем. С Хованским кладбищем. После этого уже была проверка, президент же дал команду и для поручения, официальное поручение, чтобы в 17-м году должен быть внесен в Государственную Думу новый закон. В том законе, который был все-таки написан, этот закон был написан. 17-го года. В 17-м году. Проект целый 18-й год обсуждался. Он обсуждался на всех площадках. Закон, на мой взгляд, более-менее нормальный. Для первого чтения, для концепции он пойдет. Я прошу прощения, Павел Ильич, а у вас есть предположение, почему он не прошел? Федеральная антимонопольная служба, Минстрой не смогли договориться. Этот закон, по моей информации, он так лежит на полке. И я хочу высказать свое мнение такое. Вот этот закон о погребении и похоронном деле, он, в принципе, удачный закон. Здесь есть 25-я статья, которая гласит, что организация погребения в соответствии с настоящим законодательством гарантируется путем организации похоронного дела как самостоятельного вида деятельности. Я далек от понятия «рынок». По моему мнению, должно было быть так, поскольку в законе об органах местного самоуправления сказано в вопросах местного значения, что это принадлежит, обязанность организации ритуальных услуг, содержания мест захоронений принадлежит муниципалитету, то они... Муниципальным органам власти. Да, муниципальным органам власти они обязаны были организовать это все на уровне так, как например, организована нотариальная контора. Откройте, попробуйте нотариальную контору. Не откроете. Квота. Я стою на позиции квоты. Я считаю, что на территории города, в зависимости от того, какие услуги, сколько услуг востребовано, должно быть столько предприятий. И к ним должны быть такие требования предъявлены, чтобы они работали в соответствии со стандартом национальным, который уже давно есть. Вы говорите о квотировании. То есть о определенном количестве компаний, которые имеют право работать на данном рынке. Сколько для Уфы их должно быть максимально? Я думаю, не больше 8-10. 8-10? 8-10. 8-10? Да. На Почему? на весь город? Да, я могу ответить. Если брать статистику захоронений, то на 2 кладбищах Уфы, вот я возьму, там за 10 лет было похоронено 100 с небольшим тысяч человек, значит, отсюда где-то уходит 2500-2700 человек уходят в места, где они родились. Остается на Уфу где-то вместе с безродными около 9700-9800 человек. Вот и посмотрите, зачем столько предприятий, которые устраивают битву и создают условия для коррупции. Ведь сегодня адрес умершего стоит денег. Эрнест, вот вы как считаете?
8-10 компаний достаточно будет на рынок Уфы? Безусловно, да, 8-10 ритуальных компаний достаточно. Достаточно? Однако надо учитывать то, что эти компании должны, опять же, соответствовать требованиям. У них должен быть свой штат, у них должен быть специализированный транспорт, у них должна быть площадь, занимаемая там не менее стольки-то квадратов, чтобы разместить элементарно свою продукцию, те же самые гробы, венки, ограды и так далее, да? Что касается 8-10 компаний, ну, я уверен, что данная норма, она не пройдет. Потому что нарушается. Вы про квотирование? Закон, Квотирование? Закон о конкуренции. ФАС не пропустит. ФАС не пропустит. Не пропустит, более того, не пропустит Главное правоуправление нашей Государственной Думы, потому что это нарушение Конституции, это ограничение граждан по видам вот деятельности. тут самый интересный Вот вопрос. Самый интересный вопрос, да. Поэтому, но при этом КСО является муниципальным предприятием. Руслан, КСО попадает под действие 8-го федерального закона. Это специализированная организация по оказанию похоронных услуг там, и ритуальных То есть это тоже участник рынка? Участник рынка. Тоже Он такой же участник хозяйствующий субъект, Но как он и предприниматель, только со стороны государства. Обязан, вот специализированная организация обязана в рамках данного федерального закона оказывать гарантированный перечень услуг. Спасибо. По традиции, после смерти человека, как и при рождении, близкие люди не жалеют никаких денег, чтобы это событие прошло достойно. Средняя цена услуг погребения в Уфе около 50 тысяч рублей. В то же время закон гарантирует бесплатный перечень услуг в такой ситуации, начиная от выдачи документов и заканчивая самим погребением. Можно ли похоронить человека бесплатно, но достойно? И сколько вообще стоит смерть? Разбирался наш корреспондент. В семье нашего коллеги Арсена Муртазина произошло горе. У него умерла мама. Удивительный факт. Ритуальные агенты стали предлагать свои услуги еще при ее жизни. Я вам сегодня днем звонил, это с похоронной городской ритуальной службы. А вот хотел узнать вообще сколько, что, как стоит. Ну, как бы, человек еще не умер, как бы, вы понимаете, даже. Я понимаю, в среднем это 40 тысяч будет за все, про все. Если хотите, можем подъехать, как бы. Конечно, это не эстетично, то, что когда человек еще живой, но это как бы такое тоже бывает. Ну, у нас своя информация, она, конечно, не разглашается. Арсен предполагает, что информацию ритуальщикам слили сотрудники скорой помощи, ведь за 2 дня до ее смерти он вызывал неотложку. Как бы, ну, человек еще не умер, и я считаю, это кощунство какое-то. Рынок похоронных услуг – это стабильный бизнес, ведь люди будут умирать всегда. Мы решили сравнить, во сколько обойдется отправить в последний путь своего родственника в разных салонах. Наши услуги стоят 13 700. Туда входит, значит, вынос тела с гробом, доставка товара, опускание захоронения, автокатафалка, то есть это базовый комплекс. Итого получается у нас 25-28 тысяч рублей. У городской специализированной службы весь пакет ритуальных услуг обойдется в 33-35 тысяч рублей. При этом далеко не все знают, что любой гражданин России по закону может быть похоронен абсолютно бесплатно. При отсутствии родственников у нас федеральный закон о погребении гарантирует каждому человеку бесплатное захоронение. В любом случае, бесплатное захоронение – это обязанность специализированной службы по похоронному делу, за что ей выделяются бюджетные деньги. Уфимка Татьяна Майорова потеряла старшего брата. Его погребение вместе с поминками обошлось родственникам почти 60 тысяч рублей. А вы в курсе вообще, что бесплатно можно было похоронить по федеральному закону? Когда приезжают ритуальные агенты и люди в шоке, наверное, нет возможности соображать, вспоминать все федеральные законы. Родственники, потерявшие близкого человека, выкладывают десятки тысяч рублей ритуальным службам. Ежедневно только в Уфе умирает около 30 человек, а ритуальных служб около 100. Вот и получается, тот, кто раньше попадет к родственникам усопшего, тот и заработает на этом рынке. Давайте с этим разберемся, это будет интересно всем, зрителям, всем. Вот давайте я перечислю. Перечень бесплатных услуг, которые гарантированы в законе. Читаем. Первое. Оформление документов, необходимых для погребения. Так? Так. Пункт номер 2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения. Так? Так. Пункт номер 3. Перевозка тела останков умершего на кладбище или в крематорий. 4 пункт. Погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом. Ну, получается, это полный цикл.
Это полный цикл захоронения. Вопрос. Нет, Руслан Николаевич, Я другой прошу вопрос. прощения, уважаемые гости, я правильно понимаю, что в принципе можно бесплатно похоронить человека за государственный счет? Можно. А чем тогда отличаются бесплатные похороны от вот, платных? Здесь один есть Да. нюанс. Сейчас, секунду, да, Павел Ильич, да. Вот нюанс в чем? следующем. Первый нюанс. Гроб, он будет обычный. непритязательный, он обычный. Обычный березовый, Скромный. На обычный скромный гроб. обитый. Не будет венков. Самый дешевый. Венков не Самый будет, дешевый, венков да. не будет, ничего не будет. Поэтому, когда ты отказываешься и говоришь, я вот беру гарантированный перечень, но гроб возьму свой. Так вот, по закону гарантированный перечень сразу уже не действует, тебе выдают только 4 там, или 6 тысяч рублей. Сколько? 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей. 6 тысяч И рублей. дальше уже начинается вот работа с агентами, может быть, даже с тем же КСО, который тоже предоставляет те же услуги, но Да. уже за другие деньги. Эрнест, Понимаете? Вот в чем можно вопрос суть Эрнесту? Эрнест, гарантированного скажите, перечня. вообще на вот эти деньги, которые выделяются на гарантированные деньги, на них можно реально Похоронить человека? Ну, если использовать минимальный гроб, Не востребованный, мы же не востребованный. только хороним же, да, да. только доставка тела из морга до погребения, то, в принципе, можно уложиться, но это очень сложно. Очень сложно. Вот какой минимум вообще нормальный? Ну, с учетом того, что сейчас все дорожает, в жизни дорожает все, а цена на погребение остается такой же точно, да? Вот все, что звучит до слова «но», это все не важно. Да. Переходите к сути, да. Сколько? Ну, не меньше 12 тысяч. Ну, это вы по минимуму берете, Ну, потому зачем что вот вы Я мы... и говорю, какой Да. минимум? 12 тысяч, да? Да, не меньше. Я хочу сказать, здесь есть в законе определенный нюанс. То есть доставка ритуальных принадлежностей на дом означает просто доставка до подъезда. Доставили до подъезда. Теперь говорят, перевозка на кладбище. Загрузили. Опять, кто должен загрузить? Не работники, они просто доставляют на кладбище. Заметьте, только Ну, перевозка. то есть дальше начинаются нюансы, Да, да? дальше начинается нюанс, указанный в законе, статья 9, где написано: оплата услуг сверх гарантированного перечня производится за счет близких родственников умершего или и других лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение. То есть вам при оказании гарантированного перечня разрешается производить доплату. Ну, например, кто поднимет венки наверх? Ну кто? Родственники, либо они говорят, у вас есть прескурант? Они говорят, да, пожалуйста, у нас этажность есть, мы вам Ладно, поднимем венки, берем Да. гроб. Гроб надо обязательно поднять. Они не обязаны его поднимать на Они не обязаны. условный 5-й этаж хрущевки, Они не правильно? обязаны. Они не То есть обязаны. здесь вступает, Они его не поднимут. Здесь вступают Бесплатно. дополнительные затраты родственников, либо родственники сами могут выполнить эти услуги, чтобы сэкономить деньги. Тогда почему- Вынести гроб, загрузить в машину, вынести гроб, предоставить возможность опустить, а они делают только захоронение. Там написано «захоронение». Себестоимость копки могилы только 2500. 2500. 2200. Себестоимость копки могилы, да. Откуда тогда цифра? Вот все, с кем мы говорили, да, наши респонденты, они говорят, что в среднем стоимость 20 похорон тысяч. не 20, 20, 25. больше. В среднем, если мы говорим совсем дорогие, совсем дешевые, то 50 звучит сумма. То из чего она складывается? Смотрите, стоимость похорон складывается из двух факторов. Это стоимость непосредственно самих услуг. Стоимость услуг где-то варьируется 13 700, ну, так, среднестатистическая. И второй нюанс – это товары. То есть можно похоронить и за 20 тысяч, и за 25, и за 28. Но вопрос Можно и за миллион похоронить. Да, можно и за миллион похоронить. Но вопрос в том, согласны ли на это клиенты. Кто должен компенсировать эти затраты? Муниципальный бюджет? Если, допустим- КСО? Как эта процедура? Нет, процедура идет через муниципальный бюджет. Вот у нас же все люди где-то состоят на страховании. Как бы. Ну, либо соцстрах, либо пенсионный фонд. Либо да. пенсионный фонд, либо соцстрах, либо еще какие-то организации, вот как военнослужащие, силовики. Так вот эта организация, бюджет этой организации компенсирует эти затраты по утвержденным стоимости муниципалитета. А муниципалитет уже компенсирует отдел КСО. Эти затраты, да? Схема такая, эти затраты.
Слушай, ну вот у меня складывается твердое ощущение, да, что сами участники рынка, как бы они там ни жаловались, да, они на самом деле заинтересованы вот в том, чтобы не было порядка. Такая мутная вода для них. Они в этой мутной воде свои бабки и зарабатывают. Да. Ну и, конечно, сильно не хватает главного участника рынка, это вот, КСУ, да? господина Кинзикея. Смотри, он вот только что прислал нам ответ о том, что в письменном виде он только с нами будет разговаривать, а не пришел он, потому что я догадаюсь. У него был плотный график, и он не нашел времени, чтобы самому прийти и ответить на наши вопросы. Да. Я угадал? Ну, это неудивительно, конечно. Потому что без него разговор, конечно, был неполный. Но мы его продолжим обязательно. Хорошо. Он просто взял с морга, увез на кладбище и похоронил. Клиенты сейчас просто в таком шоке. Нужно подготовиться к похоронам. Вот вы о смерти думаете? Я, например, о смерти, честно говоря, не думаю, Руслан. Вопрос похорон – это вопрос живых, а не мертвых. В эфире БСТ программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем похоронное дело. Электронная книга памяти в Башкирии – это проект, который был призван в цифровом виде сохранить информацию о местах погребения и даже о личной биографии не только знаменитых людей и участников войны, но и о каждом усопшем, если, конечно, его близкие в этом заинтересованы. Пока в этом проекте участвуют 5 городов республики, в том числе и Уфа. Мы попробовали найти место захоронения отца Рудольфа Нуреева, знаменитого танцовщика и нашего земляка. Что получилось? Давайте посмотрим. Если бы Рудольф Нуреев был похоронен в Уфе, то это место наверняка стало бы достопримечательностью. Но здесь в Уфе похоронен только его отец, Хамед Нуреев. Известно, что в 1987 году, когда Рудольф Нуреев был в Уфе, он не смог отыскать могилу своего отца. И мы решили найти ее, чтобы открыть для себя и для всех новое место в Уфе, связанное с семьей великого танцора, а заодно и понять, насколько легко в Башкирии отыскать могилу родного тебе человека. Вместе с двоюродной сестрой Рудольфа Нуреева Аминой Галиакбаровой мы отправились на поиски могилы отца знаменитого танцовщика. Около 4 лет назад Амина Мусафиевна была на мусульманском кладбище в Уфе и видела своими глазами захоронение своего дяди. Потому что два брата, они были вместе похоронены, хотя они разное время похоронены, но я их видела. Это было 2 отдельных года 4 тому назад, 3 или вот так, 4, наверное, вот так. Найти могилу конкретного человека на мусульманском кладбище крайне непросто, если кто-то из его родных не расскажет о ее местоположении. Поэтому люди ставят какие-то ленточки или красят ограду в красный цвет, потому что навигации здесь, на данном участке кладбища, попросту нету. В поисках могилы отца Рудольфа Нуреева выходим к центральному входу кладбища. Здесь обнаруживаем местного аксакала. Обращаемся к нему за помощью. По данным местного смотрителя, записи о погребенных до 1993 года не сохранились. Архив сгорел. Была предпринята попытка составить список могил с указанием конкретного местоположения, но и эти сведения не сохранились. В электронном реестре на сайте «Помним МИ» сведений о месте погребения отца Рудольфа Нуреева также не нашлось. Давайте протестируем этот сайт на примере другого человека. Набираю данные своего отца. Он умер в Уфе, но похоронен на своей родине, в Крымоскалинском районе. Данных о нем здесь нет, как, впрочем, и о сотнях тысяч наших соотечественников в Башкирии. Большой проблемой является единый реестр, перечень захоронений. Да? То есть мы не понимаем, ну, то есть в Уфе, я так понимаю, что сейчас есть еще какой-то, начинают там более-менее формировать списки, а вот если в Уфе человек умер, и его родственники повезли в родную деревню, то все. Если родственник не скажет, где его могила, то человека не найдешь. То человека не найдешь. Вот, Павел Рюрикович, скажите, вообще насколько это нормальная практика или все-таки ее нужно менять? Ну, она, в принципе, нельзя сказать нормально. Как можно ее нельзя не найти нормально, человека, да. Что с этим делать? Да, что с этим нормально делать? Нельзя. Другое дело, что уж если муниципалитеты обязаны содержать места захоронения, то каждый муниципалитет должен иметь, ну, я уже не говорю цифровую, да, хотя бы план. Ну, к этому надо стремиться, да. К этому надо хотя бы план захоронений. Потом это весь план должен в субъекте, общий план быть, чтобы можно было найти каждого человека. То есть ничего сложного нет. То же самое ГИБДД, там, то же самое ЖКХ,
в принципе, работает. Почему это не работает, как вы считаете? Ну, потому что похоронному делу, мне кажется, внимания достаточного не уделяется. Вот яркий пример, я же вам говорю, с 2017 года лежит поручение президента по доработке закона, а закон до сих пор не доработан. Владимир Ильич, это больной вопрос вообще? Вот, Я вам хочу сейчас объяснить все. В этом плане мое мнение такое. Первое. Смотрите, когда хоронят всех силовиков, то при погребении выдаются 2 справки о месте захоронения. Одна справка о месте захоронения идет в то ведомство, которое выплачивает деньги на погребение. Вторая нужна для того, чтобы поставить ему надгробие. То есть сейчас появляется реестр в тех организациях, которые четко контролируют расход денег, установка на могильного сооружения. Остальные граждане ущемлены в своих правах. Вот смотрите, что получается. Значит, нужно найти любого силовика. Любого найдут в любой деревне. Почему? Потому что там ему выдали справку о месте погребения. Необходимо сделать следующее. Вот когда люди получают пособие на погребение, регистрации смерти вы имеете? Что необходимо сделать? В соответствии с законом о ЗАГС, ЗАГС выдает справку о смерти. Форма 33, которая является основанием для получения пособия на погребение. Так вот, я стою на позиции такой. Справка должна быть представлена вместе со справкой о месте погребения в ЗАГС. И тогда ЗАГС выполняет окончательную форму своего учета. Вот человек родился тогда и здесь, вот он умер и находится там. И тогда получается единая база реестра на всех умерших. Сегодня этот вопрос просто, видимо, не додумались до этого. Значит, сегодня закон о ЗАГСах необходимо просто этим дополнить, что в момент получения справки о смерти, и они получат ее, эту справку, потому что человеку нужно получать пособие на погребение, туда отдать справку о месте захоронения. Казалось бы, очень просто, да, но не реализуется. Да. Вот есть КСО, да, который является одновременно и участником рынка, и организацией, которая должна по закону регулировать, организовывать данный вид деятельности. Она не должна регулировать по закону данный вид деятельности. Нет. Регулировать нет. Организовывать. Ну, она такой же хозсубъект только со стороны государства. Да. За кладбище кто отвечает? Пока что КСО. Правильно. Но вообще по закону должны органы местного самоуправления. Кладбища должны выводиться на тендеры. То есть и в этом сейчас тоже проблема? В этом сейчас проблема. ФАС уже вынес предупреждение от 2 апреля. ФАС может что угодно выносить, но ФАС действует на основании федерального закона. Кладбища могут являться государственным или муниципальным. Или муниципальным. Да. Земля никогда под кладбищем частной не будет. Частной не будет, речь о частных не идет. Только для семейного захоронения там, и для своей там участка, для собственного захоронения на себя там, и на близких родственников. Нет ли противоречия в том, что организация, которая отвечает не за регулирование, нет, за организацию данного вида деятельности, ну, скажем, в миллионном городе, в Уфе, да, и она же является участником рынка? Павел Ильич, как вы считаете? Ну, для меня, например, ничего противоестественного здесь нет. Другое дело, что правила игры должны быть одинаковые. То есть нельзя быть, вот, допустим, если ты в КСО, ты не должен получать преимуществ при выходе на этот рынок. Да. Ты должен иметь точно такие же, как частный, допустим, агент. Но агент, вот правильно сказал Владимир Ильич, агент должен обладать знаниями, не просто иметь ручку там и телефон там или еще что-то, а должен обладать знаниями. То он должен знать, как хоронить, вот как церемонимейстер. Правильно? Это в идеале. Это в идеале. Почему в идеале? Но мы же понимаем, что в реальной жизни муниципальное предприятие все равно будет иметь определенные... Мы к этому должны стремиться. Стремиться, да. Вот у меня вопрос к Эрнесту. Эрнест, скажи, как ущемляются права, допустим, частных ритуальных компаний по отношению к КСО? КСО начинает чинить всякие препоны. Например? К примеру, не пускают на кладбище. То есть, во-первых, могут и не пустить, иногда бывает, либо задержка идет. То есть, прежде чем, как предприниматель идет копать могилу, КСО должны показать место и сектор, где предприниматель будет копать. Иногда бывает, на это, получается, есть такая штука, как выезд специалиста. Иногда бывает так, что специалист попросту и час, полтора и 2 может и не выехать, и не прийти, хотя находится в здании администрации комбината, да? А граждан надо хоронить уже в час или в 2. Если назвать это одним словом, это можно рассматривать как недобросовестную конкуренцию? Это недобросовестная о чем вы часто жалуетесь? Да? Недобросовестная конкуренция. Вы так считаете? Руслан, но нужно еще раз здесь напомнить о том, что мы приглашали в студию
руководители КСО. Но... Неоднократно приглашали. Да, к большому моему сожалению, к нашему сожалению, они сегодня не присутствуют и не могут принять участие в нашем разговоре. И ответить, допустим, что-то Эрнесту на его, допустим, заявление о том, что они чинят препоны. Если называть вещи своими именами, если похоронное дело – это рынок, то КСО – это основной участник рынка. Давайте называть вещи своими именами. Правильно сказать, не я считаю. Тут правильно считают как все общества, предприниматели и Федеральная антимонопольная служба. Вы знаете, вот при подготовке программы мы поговорили со многими участниками рынка, будем так их называть. Вот давайте посмотрим эти особые мнения, их экспертные мнения. Ритуальных компаний очень много. И, к сожалению, среди них есть очень много таких, которые, будем считать, недобросовестные. Им бы лишь бы людей деньги взять, лишь бы повезти, как, куда захоронить. Если вы посмотрите по городу Уфе, ездит ритуальная машина с такой наклейкой «Ритуальная служба города Уфы». Но по сути, вот это название «Ритуальная служба города Уфы» нет в природе, не существует. Вот таких фактов недобросовестных конкуренции это очень много. Так называемые черные агенты работают со скорой полицией, и человек не успевает просто прийти в себя, к ним приезжает агент, и в состоянии шока они заключают договор. Вот недавно был случай, к ним постучался агент, они в состоянии горя его приняли, они заключили договор, перевели деньги просто на Сбербанк, а весь процесс они не описали, а обсудили. Агент неправильно понял. Должно было быть так. Должны были привезти из морга домой, дома они должны были попрощаться и увезти на кладбище. Агент это, может быть, прослушал, не обратил внимания, не записал, потому что договора нет. Он просто взял с морга, увез на кладбище и похоронил. Клиенты сейчас просто в таком шоке. Здесь вот мы, как законодательный орган, и по обращениям граждан, и по предложению органов исполнительной власти, муниципальной власти, обратили внимание на то, что в данной ситуации муниципалитеты не обладают правом контроля за осуществлением данной деятельности. Поэтому мы и подготовили такой законопроект, который дополняет полномочия муниципалитетов правом заниматься контролем в данном виде деятельности. Данный законопроект мы направляли в первом случае в Государственную Думу. Там его соответствующим законодательное и правовое управление Государственной Думы изучили. Сказали, что в принципе он правильный, нужный, но они сочли, что в данной ситуации мы будем вмешиваться в деятельность участников рынка услуг и мешать им работать в конкурентной среде. Павел Ильич, вот что вы можете, как вы можете прокомментировать? Ну, я ведь вот с чего начал, тем и закончу, наверное, этот комментарий. В любом случае необходим четкий федеральный закон, где устанавливаются правила игры. Современный за что отвечает закон. Государство, за что отвечает субъект Российской Федерации, за что отвечает муниципалитет. И 17.1 статья, там, где говорится о муниципальном контроле. То есть, в принципе, муниципалитет может своим решением городского или районного совета принять правила контроля за вот этими похоронными услугами. Может принять. Другой вопрос, что очень тонкая грань, Салават правильно говорит, очень тонкая грань в воспрепятствовании конкуренции и в контроле. То есть, если мы контролируем уполномоченный орган, это мы контролируем вот эти вот специализированные организации. Ну, то, о чем мы и говорили, да. Нет, мы их и так контролируем, потому что они организованы муниципалитетом, там учредитель муниципалитет, это МУП. А вот если говорить о контроле над остальными участниками рынка, здесь без федерального закона ничего не получится. Понимаете суть? Вот я и начал с этого, что вот этот наш закон сегодняшний, 8-й федеральный, он регулирует только гарантированный перечень. Он регулирует взаимодействие специализированных организаций. Все остальное на вольных хлебах, как бы, на вольном рынке. Вот Эрнест правильно говорил. Частник сегодня любой, имея карандаш, умея писать, читать, может зайти и оказывать вот такие услуги. Забрал усопшего, вместо того, чтобы завести попрощаться, быстренько его похоронил. Хотя мы понимаем, что это неправильно. Абсолютно. Поэтому я и говорю, что необходим новый закон о похоронном деле. В каждой сфере должны быть профессионалы. Поэтому если говорить о том, какой порядок необходимо навести, нужно внести изменения, вы знаете, да, дополнения в административный вот кодекс. Мы говорим о букве закона, что нужно внести изменения или поправки. Да. Но почему-то вот мы забываем о том, что у тех, кто занимается похоронным делом,
Ну, должна быть еще и совесть какая-то. Мы не хотим думать заранее о смерти, и поэтому не готовимся. Как нужно, вот вы можете сказать, как необходимо подготовиться к похоронам близких? Ну, опять же, в вашем вопросе уже есть ответ. Нужно подготовиться к похоронам. Вот люди готовятся за год, начнут свадьбу, к примеру, да? Да. А ведь похороны – это, в принципе, не менее важный, скажем так, процесс, да? Где нужно подготовиться. Люди стараются об этом не думать, лишь бы на себя беду не накликать. Но это тоже неправильно. Нужно заранее все продумать. Вы еще молодой человек. Вот вы о смерти думаете? Ну, Вы представляете, как вас Вы представляете, будут вот, хоронить? допустим, как вас будут хоронить? Ну, вот пример. ну, в принципе, да. Как? Задумывались об этом? Ну, как это уже дело личное, я не могу сказать. Это хорошо, да. публично. Но, тем не менее, вы думаете об этом. Ну, я считаю, каждый человек должен об этом задуматься. Ну, вообще сложный вопрос. Я, например, о смерти, честно говоря, не думаю, Руслан. Мне можешь этот вопрос не задавать. А что касается вот того вопроса, ну, здесь, конечно, зависит, мне кажется, не от самого человека, который скончался, да, дай бог всем здоровья, Дай бог а всем от здоровья, тех да. родственников, которые вокруг него, ну, как сказать, с ним вместе жили. Понятно, что если человек живет один, это очень сложно, это понятно. Но с другой стороны... Есть прижизненные договора на этот случай? Да, есть же прижизненные договоры. Есть, кстати, сегодня вот одно из как бы изменений, которое вносилось вот этими 35 законами, там четко написано, что тот наследник, который наследует имущество, он и обязан похоронить усопшего. Либо в соответствии с волей покойного, если она имеется. либо- Вопрос похорон Вот, кстати говоря, это все-таки вопрос родственников, а не вопрос, самого безусловно. человека. Конечно. Вопрос похорон – это вопрос живых, а не Живых. мертвых. Да. Конечно. Уважаемые гости, большое вам спасибо за предметный, конкретный и честный разговор. Спасибо. Спасибо. Руслан, мы когда в соцсетях задавали вопрос, задумываются ли наши зрители о собственных похоронах, в большинстве случаев говорят, что не задумываются. Вот ты что думаешь об этом? Слушай, ну такой глубоко философский вопрос, да, на самом деле, если бы им было все равно, они бы не писали завещание. Но Ну, не все после пишут. определенного возраста все так или иначе об этом думают, все. Просто вот лет до 25, да, все, ну, многие думают, что они будут вечно молодые и вечно пьяные. Но, с другой стороны, когда я умру, мне же уже будет все равно, что там будут думать. Мне кажется все-таки, что похороны и кладбище это для живых людей. ну это лукавство, да. Во-первых, я не верю, что тебе все равно, что о тебе будут говорить близкие. Я Ну, же уже на твоих же умру. похоронах не верю, да. А во-вторых, да, конечно, содержание могил – это дело живых, это дело их совести. Как они хранят память о своих усопших и близких. И когда я вижу массу заброшенных, неухоженных могил на наших кладбищах, я понимаю, что с нами не все в порядке. Мое личное мнение, Руслан, считаю, что это проблема властей. Вот в первую очередь они должны навести порядок в похоронном деле, а там уже и общественная культура подтянется. Это личное дело каждого. Кто поставит крест на могилы нам, инок да шаман? Честно говоря, любовь стоит того, чтобы ждать, а смерть стоит того, чтобы жить. Ведь каждому хочется, чтобы его похоронили по-человечески. И это нужно не мертвым, это нужно живым. Ну а чтобы похоронное дело не стало гиблым, им надо заниматься. И власти в целом, и людям в отдельности. Как мы сохраняем память своих усопших, зависит только от нас самих. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.